Господин министр, как Министерство образования оценивает текущее состояние преподавания гаусского языка в образовательных учреждениях автономии? Ну, мы думаем, что за последние 30 лет было, конечно, очень многое сделано. Во-первых, учителями здесь, в Гагаузии, с поддержкой НТЕМа, с поддержкой министерства, с поддержкой местных властей, многие из которых очень активно ратуют за гагаузский язык, и это очень хорошо. Но хотелось бы, конечно, сделать больше вместе. Это мы подчеркнули на сегодняшней встрече. Эти курсы, которые мы сейчас будем преподнести, это начало, но хотелось бы вместе разработать программу по продвижению гагаузского языка. У нас есть такой опыт по румынскому языку, как вы хорошо знаете, в том числе для взрослых. Поэтому мы открыты. Мы хотели сегодняшним мероприятием еще раз подчеркнуть, что мы открыты для диалога, чтобы вместе с теми, кто хотят, чтобы было больше гагаузского, найти решение, как это сделать. А есть ли у министерства стратегия или конкретная программа по развитию языков нацменьшинств, в том числе и гагаузского? Ну, на этот момент вот поэтому мы и здесь, чтобы вместе ее разработать, исходя из предложений учителей гагаузского языка и, в принципе, автономии в целом. Новость хорошая в том, что есть ресурсы. А сейчас нужно подумать вместе, на что их уделить в первую очередь. Начинаем с этих курсов для учителей. Но, конечно, можно сделать намного больше, но нужно решить вместе, какие были бы приоритеты. Потому что, в принципе, конечно, самые заинтересованные должны быть сами нацменьшинства, сами гагаузы. И мы готовы поддержать со стороны государства любые начинания в этом плане. Были ли инициативы со стороны гагаузского сообщества в отношении развития и сохранения гагаузского языка? Безусловно, были. И то, что, в принципе, в Гагаузии говорят на гагаузском, и лучше говорят, чем в предыдущих лет. И учебники есть, и школьная программа есть, и мультилингвистическое образование начали внедрять тоже здесь в первую очередь. И уже исходя из опыта Гагаузии будем его перенимать в других регионах и так далее. То есть очень много было сделано, и это нужно ценить, но в том числе есть где провести дополнительную работу. Были и предложения в этом смысле. Нужно начинать от тех предложений, которые были посланы, и дальше их дорабатывать вместе. Но важно, чтобы эта тема оставалась вне политики, хочу это подчеркнуть, и создать хорошие взаимоотношения между министерством и, во первую очередь, школами в Гагаузии, потому что с учреждением образования, конечно, не всегда получается находить общий язык по многим вопросам. Скажите, ведется ли сотрудничество с научными или культурными учреждениями автономии в области сохранения языка? Ну, во-первых, Государственный Камрадский университет – это государственный университет, он полностью финансируется государством Республики Молдова через Министерство образования, поэтому и кафедра гагаузского языка в университете тоже финансируется государством. Но опять-таки сегодня говорили с ректором и с вице-ректором, какие были бы дополнительные возможности и нужды, в принципе, чтобы кафедра развивалась и чтобы и на таком уровне шла работа по популяризации гагаузского языка. Сегодня была поднята проблема со штатным расписанием. Расскажите, пожалуйста, как все это произошло и почему такой был шум из-за этой темы и как решили этот вопрос? Ну, во-первых, всем нужно знать, что последние штаты для садиков были приняты аж в 1999 году. В тех штатах не существовало единицы для преподавания гагаузского языка. В принципе, ее не было. Местные власти в Гагаузии решили, чтобы она была, и мы всегда это приветствовали, даже если это не было экспресс написано в Штатах. Мы обновили эти штаты в прошлом году. Это были очень долгие обсуждения, длились они несколько лет, в принципе. И мы хотели завершить этот процесс, потому что есть объективно дополнительные нужды, которые должны были быть покрыты. В процессе обсуждения не было предложений, не было никаких проблем в этом смысле, потому что так как эта единица не была прописана в 1999, не было прописано и сейчас.
Но, исходя из того, что начался разговор, есть желание, чтобы это было прописано документально. Мы открыты и изменим эти штаты, чтобы все, в принципе, успокоились и понимали, что дальше, как все происходило и дальше будет происходить, потому что мы заинтересованы в том, чтобы было больше румынского и больше гагаузского в садиках в Гагаузии, безусловно. Какое принято решение по штатам? Будет принято как... Да, как то же самое, что и было, хотя это не было написано, сейчас будет написано, чтобы никто не говорил, что этого там нет. И такой вопрос, который острый стоит сегодня в гагаузском обществе, это открытие колледжа технического. На каком этапе находится и что с языком преподавания? Потому что много вопросов как раз-таки вокруг языка преподавания. Ну, как вы знаете, мы на прошлой неделе закончили официально переговоры с турецкой стороной, приняли государственное решение. И значит, что все уже можем открывать. Колледж мы были готовы и в этом году открывать, мы деньги заложили на это, но сами переговоры они продлились подольше. Там было несколько пунктов, которые долго обсуждали с турецкой стороной. Это значит, что в этом году мы успеем, наверное, создать юридический колледж, нанять директора, начинать нанимать персонал, чтобы первое адмитерия было в 2026 сентябре. Но главное, что все процедуры с турецкой стороной мы закончили, и эти переговоры, они заключились. Язык преподавания будет румынский с турецким и с английским. Для нас И такой вопрос, какого направления будут специальности в этом колледже? Это тоже можем еще дополнительно обсудить, но там была прописана зона IT, зона, все, что значит штиинция, науки, в принципе, такого плана, потому что важно с экономической точки зрения перспективные рабочие места в этих областях, поэтому в этом направлении будем говорить. Ну и самая актуальная тема – это балл выпускников. От Министерства образования пришло письмо, что не рекомендует и, наверное, запрещает провести балл выпускников на территории детского парка развлечений. Как вы можете прокомментировать, может ли быть за этим решением провести в этом парке политическим решением, или все-таки чисто технически вы считаете, что это неправильно? Во-первых, там несколько людей пострадали, потому что парк не был введен в эксплуатацию. Там есть объективные риски для жизни и здоровья молодых ребят. Их там может быть много в разных условиях, поэтому случаться может разное. Я думаю, ни один директор не хочет взять на себя эту ответственность. Поэтому у нас было много жалоб, хотя люди публично говорить не будут, потому что они боятся управления. Но жалоб у нас было полно. И решение наше было хорошо принято директорами. Это важно знать. А во-вторых, я думаю, есть и этическая сторона вопроса. Я не думаю, что уголовнику нужно предоставлять возможность, чтобы перед будущим Гагаузии он поздравлял всех. Я думаю, человека, который обворовал эту страну и который здесь осуден, не самый лучший пример для будущего Гагаузии. В итоге, как пройдет балл выпускников? Не первый раз, когда управление Гагаузии решит делать иначе, чем говорит министерство. Но последствия будут очень плачевными, я думаю, если кто-то там пострадает. Для управления, которое заставляет детей туда идти, и в первую очередь. Поэтому им нужно очень хорошо обдумать, какие риски они идут, и понимать последствия этих решений. И оставить политику извне, и дать ребятам провести нормально выпускников и без политики, и без шора со всех экранов. А в Кишиневе будет проводиться такой балл выпускников? И будет ли возможность гагаузским выпускникам тоже посетить? Мы не организовываем один балл выпускников для всех выпускников всей страны. В принципе, каждая школа организует для себя. Но в этом году, к примеру, 25 мая мы проводили последнее мероприятие кампании «Обучайся в Молдове»,
в которой участвовал и Камбрадский университет. У нас там было 4000 выпускников. Мы организовывали фестиваль университетов, где они могли больше узнать, также концерт для них. И там были и выпускники из Гагаузии, с ними фотографировались, было их много. Так что на всех мероприятиях, которые мы организовываем, приглашаем всех, безусловно.